Верховный суд Коми рассмотрел апелляционную жалобу экс-вице-мэра Печоры Андрея Канищева. Чиновника подозревают в избиении звукорежиссера Виктора Фатеева во время празднования Столетия Республики, что впоследствии привело к его гибели. Вечером 20 августа на сцене, установленной на главной площади города, между представителем мэрии Андреем Канищевым и звукорежиссером Виктором Фатеевым возник конфликт. Первый замруководитель администрации ударил оппонента по лицу. Мужчина потерял равновесие, упал на лестницу и ударился головой. Через 9 дней Виктор Фатеев скончался в больнице, не приходя в сознание. Печорский отдел СКР возбудил уголовное дело. Фигуранта поместили под стражу. В настоящее время уголовное дело по факту совершения особо тяжкого преступления против личности передано для дальнейшего расследования в Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления. На заседании в Верховном суде Коми по апелляционной жалобе Канищев был предельно сдержан и немногословен. Вопросы судьи периодически переадресовал своему защитнику. Адвокат аргументировал: его клиент – отец 6 детей, 4 несовершеннолетние. 2 из них проживают с ним. Он в ходе следствия дал подробнейшие показания, как в ходе допроса его в качестве подозреваемого, так и в ходе проведенных очных ставок. То, что эти показания не совсем устраивают органы следствия, считаем, что это не является основанием для того, чтобы избрать ему меру, самую строгую меру пресечения в виде заключения под стражу. У нас уголовным законом предусмотрены целый ряд еще иных мер пресечения, и мы считаем, что домашний арест по месту его жительства является в данном случае адекватной и достаточной мерой. С доводами защитника Канищев полностью согласился и также просил суд не лишать его свободы. Скрываться от следствия, тем более оказывать давление, в том числе и на свидетелей, не намерен. Я уверен, что полное всестороннее расследование произошедшего несчастного случая покажет не только мою непричастность, но следовательно мою невиновность. Имея на иждивении 4 детей, постоянное место работы и прописку в городе Печоры, прошу суд изменить меру пресечения на домашний арест. Суд не усмотрел оснований для смягчения меры пресечения экс-чиновнику. Посчитал, что фигурант сможет оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия. Обвиняемого оставили под стражей до 21 октября. До инцидента Андрей Канищев занимал пост первого заместителя руководителя администрации Печоры по финансово-экономическим вопросам. После ареста 26 августа его официально отстранили от исполнения служебных обязанностей. В колонию для несовершеннолетних может отправиться 17-летний юноша из Сысыцкого района за нелегальную езду в алкогольном опьянении. Ранним утром 13 августа патрульный экипаж полиции преследовал бежевую шестерку. ВАЗ-2106, останавливаемся, прижимаемся к обочине. Останавливаемся, будем применять табельное оружие. Останавливаемся. Угроза применения табельного оружия охладила пульс сельского гонщика, и он прижался к обочине. Пассажир блокировал доступ к водителю, который пытался вылезти с другой стороны, но страж порядка не дал ему скрыться. Он мне знаком, как житель села Межада, то, что он управляет машиной, транспортным средством без водительского удостоверения, так как он несовершеннолетний. Информация поступала, то, что он может управлять транспортным средством в состоянии опьянения, управлять транспортным средством агрессивно по своему населенному пункту. Юношу усадили в патрульную машину и опросили. Оказалось, он поехал в райцентр забрать из бара своего односельчанина. Пассажир пытался вступиться за благодетеля перед полицейскими. Сейчас сотрудники ГИБДД приедут. Мой телефон можно дать? А можно поговорить с тобой? Али! Али! Слушаю. Понимаешь, что ты делаешь? Да. Алик, дай телефон. Вот брат. Петя! Ну повернись ты в эту сторону! Я же сказал. Ё-моё, что ты туда смотришь? Смотри сюда! Водителя и его пассажира передали для дальнейшего разбирательства прибывшим сотрудникам ДПС. Освидетельствование на алкоголь проводили уже в райотделе полиции. Полный легкого воздуха набирай. Руку бей. Мне видно было, что... Давай, пошел. Дуем. Так, все, идет анализ. Озвучь. 0, 555. 555 Это сколько? миллиграмм на литр. Допустимо 0,160. Если с результатами согласны, пишите согласен, либо не, если не согласны, не согласен. Согласен. Давайте быстрее пишите, я домой поеду уже. Спать охота.
Осенью прошлого года юношу уже ловили в пьяном состоянии за рулем другой машины. Тогда он отделался штрафом в 30 тысяч рублей, который не заплатил до сих пор. Повторное нарушение повлекло уголовную ответственность. Оказалось, она не первая в жизни школьника. В ноябре за групповую кражу его приговорили к 120 часам обязательных работ по благоустройству родного села. Сейчас ему грозит до 2 лет лишения свободы.